Вначале в челяк добавляют закваску, бродила, которую вручную вымешивают со свежим кобыльим молоком и дают настояться. Затем добавляют молоко со следующей дойки. И с каждым последующим добавлением молока кумыс бродит сильнее, и качество его улучшается. Постепенно этот замечательный напиток прочно вошел в башкирский быт. Кумысом встречали гостей, с него начиналась любая трапеза. Владимир Даль писал: «Кумыс составляет главнейшую пищу и наслаждение наших кочевних народов. Он охлаждает, удовлетворяет жажду и голод и придает особенную бодрость. Я сомневаюсь, можно ли придумать какую-нибудь пищу, которая бы заменила кумыс». Каждый камень, каждый ручей или река, каждая гора в Башкирии овеяны легендами. Старожилы могут рассказать множество чудесных историй о происхождении того или иного названия. Все вместе складываются они в башкирский эпос. Из этого озера, которое называется Илысыкан, вышел когда-то волшебный конь Акбузат, верный друг Урал-Батыра, главного героя одноименного башкирского эпоса. Этот легендарный богатырь когда-то спас все человечество от ужасного шульгана, который жил недалеко от этого озера в пещере Шульганташ. Гигантские карстовые галереи Шульганташа, просторные залы и сифоны, ходы, заполненные водой, тянутся предположительно на 6 километров. Пока исследовано всего около 3. Далеко не все тайны открыла спелеологам пещера. Она начинается с так называемого портала, огромного входного грота, в котором легко могло бы разместиться стадо мамонтов. Из-под арки вытекает речка Шульган, которой и обязана своим происхождением пещера. На разных этажах пещеры находятся залы, названия которых говорят сами за себя: акустический, радужный, сталактитовый, хрустальный, зал горного короля. Трудно представить, что все это великолепие сотворено небольшой подземной речкой, которая в определенные периоды представляла собой лишь маленький ручеек. Но самая главная достопримечательность пещеры – это обнаруженные на ее стенах в 1959 году палеолитические рисунки. По приблизительным оценкам археологов, их возраст около 17 тысяч лет. Это древнейшая в Восточной Европе наскальная живопись. Сейчас учеными обнаружено около 160 изображений: мамонты, шерстистые носороги, быки, лошади и загадочные геометрические абстрактные фигуры, знаки, некоторые из которых по сложности не уступают японским иероглифам. Еще одно место, овеянное легендами, это уникальные горы Шиханы. Глядя на проезжающие рядом по шоссе современные машины, трудно представить, что примерно 250 миллионов лет назад все это пространство представляло собой древнее теплое море. А Шиханы были гигантскими коралловыми рифами. Сегодняшние горы – это остатки тех доисторических рифов. Эти горы-одиночки с крутыми склонами окружают город Стерлитамак с юго-востока. Словно бессменные часовые охраняют они город, придавая окрестному пейзажу своеобразную суровую красоту. Шиханы
едва ли не единственные сохранившиеся на земном шаре геологические морские образования пермского периода. Все это стало богатейшей сырьевой базой для производства соды, одним из самых крупных месторождений в мире. Вот уже 60 лет разрабатывается только один шихан – Шахтау, Царь-гора. А сода, полученная из ее горной породы, поставляется в 25 стран мира. Практически каждая хозяйка в России пользуется на кухне именно этой содой. Сказки о шиханах, этих чудо-горах, веками передавали из уст в уста сесены, рассказчики и музыканты, благодаря которым до нас дошел башкирский фольклор. Много веков прошло с тех пор, как впервые был срезан стебель удивительного растения курая, и зазвучала первая мелодия. От отца к сыну на протяжении веков передается традиционная технология изготовления курая. Все размеры будущего инструмента определяются с помощью рук. Длина курая – 8-10 кулаков. Расстояние между соседними отверстиями – 3 пальца. И все, можно играть. Кроме традиционного способа, курай делали из металлов, меди, бронзы и даже серебра. Современные мастера предпочитают изготавливать курай из шпона. Один из сложнейших приемов игры на курае – это извлечение звука с помощью горлового пения. Прием этот называется узляу и считается признаком особого мастерства. Курай – один из самых главных символов республики. Его изображение повсюду, в том числе и на государственном флаге Башкортостана. Школьники постигают искусство игры на курае на уроках музыки. Ежегодно в республике проводятся соревнования кураистов. Устраивается праздник курая. Семь лепестков курая – это символ единения народов на древней земле башкир. Здесь мирно живут тюркоязычные, финно-угорские и славянские народы. Очень интересен самый многочисленный из финно-угорских народов, живущих в Башкирии – марийцы. Их более 100 тысяч. Большинство из них живет в Мишкинском районе Башкортостана. В верованиях марийцев до сих пор много элементов язычества. Они молятся в священных рощах, почитают многочисленных богов земли, воды, ветра, солнца, приносят жертвы духам. Почти в каждой марийской деревне есть жрецы-карты. Блины – это тоже часть языческой культуры марийцев. Ни один праздник не обходится без этого символа солнца, тем более посиделки. Это хороший повод надеть праздничный национальный костюм, вспомнить старинные песни и танцы. На таких вечерах старики стараются передать свои умения внукам. Люди общаются, много поют и обязательно танцуют старинный марийский танец «Веревочку».
Лишь 1,5% территории современного Башкортостана лежит в Азии. Однако исторические корни башкир находятся именно там, на востоке. А после добровольного присоединения Башкирии к России в середине XVI века Восток и Запад тесно переплелись в жизни башкирского народа. Чтобы понять, прочувствовать истоки культуры Башкортостана, надо не только прочитать башкирский эпос «Урал-Батыр», но хотя бы раз побывать на Южном Урале, в краю гор, и своими глазами увидеть красавицу реку Агидель, познакомиться с радушным гостеприимством башкир, отведать ароматный дикий мед, услышать напевную башкирскую речь и протяжную мелодию курая.